Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. МФЦ Якутии выводит цифровизацию услуг на новый уровень. Жители республики могут решать вопросы получения господдержки дистанционно. Через проверенные онлайн-инструменты в сегодняшнем выпуске представим 3 инструмента, которые уже помогают тысячам якутян. О возможностях платформ, статистике использования и планах развития мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Анастасия Лазарева, заместитель руководителя многофункционального Центра Республики. Анастасия Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлом году в национальном мессенджере МАКС внедрен новый официальный такой цифровой канал взаимодействия граждан с МФЦ. Вот насколько востребован чат-бот среди наших жителей? Да, действительно, в ноябре прошлого года в рамках проекта «Цифровой МФЦ» на платформе МАКС у нас был разработан чат-бот, с помощью которого жители Республики Саха-Якутия могут записаться в МФЦ по всей республике, проверить статус своего дела, а также узнать адреса и режимы работ близлежащих офисов. И помимо этого получить консультацию специалиста МФЦ в режиме онлайн, реального времени. Да? Этот чат-бот у нас достаточно востребован. С момента запуска им уже воспользовались порядка 40 тысяч уникальных пользователей и записались на прием в МФЦ больше 23 тысяч граждан. И буквально недавно у нас внедрен новый функционал чата-бота. Это запись на прием на консультацию со специалистом МФЦ в формате видеоконсультации. Консультацию можно получить как по государственным услугам, так и по получению бесплатной юридической помощи для льготной категории граждан. Ну и вот как раз таки, что представляет собой сервис «Паспорт семьи военнослужащего Забота»? В чем его преимущество? Это уникальный сервис цифровой, специально для участников специальной военной операции и членов их семей. Дело в том, что для данной категории граждан достаточно много внедрено различных мер поддержки, и для того, чтобы консолидировать всю информацию, был разработан данный сервис. Участнику специальной военной операции или члену его семьи достаточно зайти на региональный портал Е-Якутия, найти на главной странице данный сервис «Паспорт Забота» и уже заполнив простую анкету, ответив на вопросы, получить полный комплекс мер поддержки, на которые он может претендовать. Главное удобство сервиса в том, что полный перечень мер выводится в виде памятки, подборки, которые можно отправить себе на электронную почту, либо использовать для своих целей. Да? И памятка содержит еще ссылки на оформление услуг в электронном виде, то есть при желании можно сразу переходить к оформлению услуги в электронном формате. Еще хотелось бы поговорить тоже об такой очень удобной услуге. Вот в июне 2025 года был анонсирован онлайн-калькулятор субсидий на оплату ЖКХ услуг. Как им пользоваться? И вот насколько он точный и вообще как происходит расчет? Немножко подробнее. Данная услуга, она достаточно популярна в Центре «Мои документы», и для того, чтобы минимизировать повторные обращения по данной услуге, получение конкретно субсидий на ЖКУ, был разработан этот сервис. Гражданину необходимо тоже на региональном портале Е-Якутия ответить на вопросы по количеству членов семьи, по доходу семьи, по площади, жилой площади, так сказать, и, соответственно, по данным начислениям за ЖКУ. И, соответственно, система сформирует, во-первых, право семьи на получение данной меры поддержки и приблизительный размер субсидий, которые будут начислены. Но решение сервиса прежде всего носит ознакомительный характер. Это не окончательное решение ведомства. Для того, чтобы получить субсидию, если у семьи есть право, необходимо подать заявление, опять-таки через Центр «Мои документы» очно, либо электронно на портале госуслуг. И вот хотелось бы вернуться также к предыдущему вопросу, вот паспорт семья военнослужащего Забота. Как получить персональную подборку льгот? И вот насколько востребован сервис тоже? Для того, чтобы получить персональную подборку, необходимо ответить тоже в вопросной форме сервиса. Указывается состав членов семьи, статус военнослужащего, инвалидность при наличии и другие обстоятельства жизненной ситуации. И система формирует уже автоматическую подборку, как я уже говорила, которым уже можно воспользоваться. То есть понять, какие меры поддержки положены данному гражданину и, соответственно, уже перейти к оформлению. Сервис, в принципе, достаточно востребован. За весь период работы им воспользовались больше 9 тысяч раз. А какие еще сервисы действуют и планируется ли к разработке что-то еще интересное, новое?
Центр «Мои документы» на постоянной основе стремится упрощать взаимодействие государства и граждан, и поэтому разрабатывает вот такие вот сервисы, которые упрощают взаимодействие. Один из наших самых тоже популярных сервисов, можно сказать, это калькулятор мер социальной поддержки для семей с детьми. Это похожий сервис на предыдущие, о которых я уже рассказала, но уже для семей с детьми. То есть при рождении ребенка, первого, второго, неважно какого, семья может воспользоваться этим сервисом. Сервис располагается на региональном портале Якутия. Тоже ответить на простые вопросы по количеству детей, по уровню дохода семьи, получить подборку персонализированную конкретно для данной семьи. И один из новых сервисов, который у нас появился буквально месяц назад, тоже хотела бы о нем рассказать, это сервис по расчету стажа для получения звания ветеран труда Республики Саха-Якутия. То есть мы проанализировали обращения граждан по этой услуге и причины отказов, почему поступают, да, и выяснили то, что граждане зачастую не в полной мере знают свой точный стаж, чтобы получить это звание, и подают как раз-таки для того, чтобы узнать, сколько им осталось еще проработать для получения данного стажа. Поэтому в помощь им был разработан этот сервис. Несмотря на то, что сервис относительно новый, им уже воспользовалось больше 1300 граждан, он учитывает все наградные заслуги перед республикой, да, и учитывает привилегии женщин по рождению и воспитанию детей. И, соответственно, выводит уже ответы, когда человеку нужно подавать на это звание. Ну и вот очень актуальная тема, да, вот в начале прошлого года был принят комплексный закон, который вот включает порядка 30 мер по защите граждан от мошенников. Как обезопасить свой личный кабинет на госуслугах от взлома? На самом деле защита нашего личного кабинета и персональных данных — это основа цифровой безопасности. И каждый гражданин ответственный за то, чтобы эти данные сохранить от чужих глаз, так сказать. Да? И для того, чтобы защитить личный кабинет, нужно просто придерживаться простых правил. Во-первых, это установление двухфакторной аутентификации. То есть, когда человек входит в личный кабинет, он обязательно использует как пароль от своего личного кабинета, так и получение одноразового смс-кода либо через мессенджер Max, либо через электронную почту, либо через одноразовый пароль. В дополнение к этому функционалу рекомендуем обязательно поставить сервис, который называется «Доверенный контакт». Это новинка, так сказать. Был внедрен в прошлом году в дополнении защиты личного кабинета. То есть в своем профиле человек устанавливает информацию о доверенном контакте, и в случае, если произойдет ситуация, когда необходимо восстановить пароль, доступ к учетке, да, то прибегается к участию доверенного контакта. Доверенный контакт может быть один, устанавливается он в личном кабинете в профиле в разделе «Безопасность». И если возникла такая ситуация по восстановлению учетной записи, ему придет СМС, он прежде всего удостоверится, что вы пытаетесь конкретно зайти в свой личный кабинет, а не мошенники, либо вы не находитесь под влиянием мошенников, и даст вам информацию для входа. Ну и помимо этого, это, конечно же, база, так сказать, да, это пароли. Пароли должны быть сложные, от 8 до 12 символов, с включением заглавных, строчных букв и специальных символов. При этом рекомендуется менять их регулярно, не реже одного раза в полугодие. Не рекомендуется использовать одни и те же пароли под разными аккаунтами, потому что если что-то будет скомпрометировано, то под угрозой остаются наши данные на портале госуслуг. Да. Так, и в принципе все, конечно же, еще поведение. То есть не следует доверять всей той информации, которая поступает на сегодняшний момент. Несмотря на то, что мы получаем очень много услуг электронно, вся наша жизнь переходит в цифровой вид, все-таки нужно быть немножко подозрительным в этих вопросах, проверять ссылки, откуда к нам поступает информация, потому что мошенники часто играют на невнимательности. То есть они могут отправить письмо с адреса, похожего на адрес госуслуги.ру, но там может быть, например, написано госуслиги.ру, да? То есть, соответственно, это уже 100% мошенническое письмо. Ну и тоже часто встречается, что человек просто-напросто забыл пароль. Вот как восстановить? Если забыл пароль, либо есть попытка взлома, да, в любом случае человеку нужно восстановить свою учетную запись. Это он может сделать 3 способами. Первый способ — самостоятельно на портале госуслуг. Он с помощью своего контрольного вопроса, своих паролей, доверенного лица контактного
Это делает самостоятельно, если у него контактный номер телефона и адрес электронной почты привязаны. Если это не получается, то можно попробовать сделать через онлайн-банк. То есть стандартные банки, как Сбербанк, Тинькофф банк, ВТБ и так далее, они все имеют предустановленный функционал, когда можно восстановить свою учетную запись. Если же в этом случае тоже не получилось, то мы рекомендуем гражданам обращаться в центры обслуживания. Это МФЦ по всей республике. Также на портале госуслуг есть специальная вкладка со всеми центрами обслуживания, которые как раз-таки занимаются восстановлением учетной записи. Ну и вот мы сегодня с вами, да, вот подробно поговорили про сервис, который вот помогает, упрощает получение льгот для военнослужащих, да. А что касается обычных граждан, возможно, тоже есть какие-то вспомогательные такие сервисы, услуги? Да, конечно, вообще у нас очень социальное государство, так сказать, меры поддержки найдутся для каждого. Мы всегда рады проконсультировать всех наших заявителей по всем нашим каналам. Обращайтесь к нам через чат-бот Макс на консультацию со специалистом, и уже в зависимости от вашей жизненной ситуации, какие у вас условия, да, наши специалисты подробно проконсультируют и подскажут, какие меры поддержки вам положены и как их оформить. Ну и вот у нас остается еще время, хотелось бы вот узнать и озвучить, да, вот самые такие проблемные вопросы, в которых жители очень часто путаются. К вам обращаются, путаются, что-то делают, заполняют не так, возможно. Давайте озвучим, как-то обозначим, скажем. Ну, в продолжение, наверное, вопросов, которые мы уже обсудили, да, хотелось бы обозначить вот как раз-таки обращение граждан при попытках взлома мошенников учетной записи, да. Вообще восстановление учетной записи, подтверждение учетной записи — это одна из самых популярных услуг, потому что сейчас без госуслуг никуда. Вот. Если человек заподозрил попытку взлома, то ему, как я уже сказала, обязательно необходимо восстановить доступ к своей учетной записи, поменять пароль. Если это не получилось, обращаемся в МФЦ. И после восстановления обязательно необходимо проверить, что происходило в вашем личном кабинете без вашего присутствия, так скажем, да? Есть хороший такой раздел «Безопасность». Там отображаются все действия, которые были совершены в системе. То есть оформили какие-то доверенности, оформили сим-карту, зашли на какие-то сайты. То есть все действия там отображаются. Соответственно, если есть такое, это необходимо все отозвать. При этом есть очень хорошие услуги, которые тоже недавно появились для защиты. Это установление самозапрета на кредиты. То есть человек может запретить себе и другим оформлять на него кредиты. Самозапрет на установление сим-карт. Есть еще услуга запрет на совершение регистрационных действий без личного участия. То есть комплекс всех этих мер, он позволит обезопасить и минимизировать случаи, если личный кабинет все-таки взломали мошенники. Ну что ж, Анастасия Алексеевна, спасибо, что вы уделили время и осветили нам такую важную тему. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.